Сегодня у нас третье занятие в медиашколе Шеф-блогер. И сегодня тема нашего урока – это фишки Reels. Как стать популярным на весь мир с помощью вертикальных видео. Итак, но для начала мы с вами немножко разомнемся. Вообще, чтобы вот впитывать новую информацию, нужно настроиться не только изнутри, не только настроить свой мозг, но еще и тело. Поэтому сейчас мы с вами встанем, да-да, прям встанем. Так, отлично. Итак, сейчас будет такая практика, она называется «Практика на привлечение успеха». Что мы с вами будем делать? Мы с вами будем вырисовывать слово «успех» по буквам с помощью нашего тела. Да. Я попрошу девочек мне немножко помочь. Олеся, прошу, да, тебя помочь мне. Ксения, тебя тоже. Итак, что мы сейчас будем делать? Мы с вами разложим изначально слово «успех» по буквам У, С, П, Е и буква Х. Итак, начнем мы рисовать букву У. Так, приготовим правую руку, потянем ее влево, нарисуем одну сторону букву У, раз, ага, и в другую сторону вправо, ага, и теперь вниз букву У. Отлично, теперь повторим другой рукой. Вверх, ага, в другую сторону, и вниз. Ага, отлично. Теперь буква «С». Вытянем левую руку. Букву «С» рисуем. Ага, отлично. Теперь другой рукой. Буква «С». Отлично. Буква «П». Как мы будем с вами рисовать букву «П»? Рука левая вверх, вправо, вниз. И другой рукой то же самое. Вверх. Отлично, в сторону. Вниз. Теперь буква «Е». Подняли руку вверх, вправо. Снова сюда. Вниз. Вправо. И теперь черточка. Тянемся в правую сторону. Ага, отлично. И буква Х. Вытянули руку вверх, потянулись к правой ноге, тянемся вниз. Отлично. Теперь вытянули другую руку и тянемся вниз. Отлично. Можете поаплодировать друг другу. Молодцы. Девочки, присаживайтесь. Спасибо. Итак, ребят, вообще как ваш настрой, как ваше настроение? Я думаю, что нам с вами нужно немножко... мы с вами подготовили наше тело, теперь нам нужно немножко разогреть себя, подготовить свой мозг, да? Сейчас мы с вами сыграем такую игру. Игра называется «Давай, передавай». Что это значит? Итак, внимание на наш экран. Так. Ага, и просмотр. Вон наверху просмотр. Отлично. Слайд-шоу. Да, лучше слайд-шоу и сначала. Слайд-шоу сначала. Ага. Итак, игра называется «Давай, передавай». Сейчас перед вами появится несколько билетов, прямо как в институте на экзамене. Ага. Итак, внимание, сейчас вы на экране видите несколько билетов. Они разделены на 3 категории. Категория по лайту, по приколу и по кайфу. Вы будете выбирать по очереди любую из категорий. Например, по приколу 300, либо по кайфу 500. Все, что пожелаете. И вам нужно будет выполнить задание, которое вам попадется. Либо есть другой вариант. Вы можете передать это задание вообще кому угодно, вот людям, которые находятся в этой аудитории. Итак, давайте попробуем. Кто готов начать первым? Нужно выбрать одну из категорий, выбрать один из билетов. Так, давай, Антон. По кайфу сколько? По кайфу 500. Откройте, пожалуйста. Ага. Назови имя соседа справа наоборот. Так как у тебя нет соседа справа, да, как? Стул, так, наоборот. Как? Правильно? Отлично. Похлопаем Антону, молодец. Так, вот нужно будет нажать по кайфу. Ага. У нас осталось еще множество билетов. Я предлагаю начать вот с этой стороны. Алиночка, сделай свой выбор. По приколу 400, пожалуйста. Назови любимого блогера из своего детства. Не было? Ивангай. Все, отлично. Так, по приколу. Ага. Итак, Зиля, выбирай.
По кайфу 300, пожалуйста. Расскажи 2 факта о себе, одно из которых ложь. Команда должна угадать, что является ложным. Любой факт из своей жизни, можно что-нибудь такое, из любой сферы, абсолютно. Ну, например, меня зовут Зарина, я не ем жареный лук. Есть такие еще в зале? Нет, я одна не ем. Ну, абсолютно, все, что первое, что придет в голову. Ага. Так, как вы думаете, что является ложью? Да? Второе, правильно? У тебя есть только сестра. Так, отлично. Так, давайте дальше. У нас остались еще билеты. Так, выбирайте. По приколу 500. Расскажи интересный факт о себе. Один интересный факт, который является правдой. Так, ты учишься в татфаке. Ну, не знаю даже, верить, не верить. Наверное, это правда. Так, ага, дальше. А, так, кто выбирает? По кайфу 400. Какой контент тебе нравится смотреть в соцсетях и почему? Национальные танцы. Почему? Любишь. И сама танцуешь. Супер. Так, давайте дальше. Что вы выбираете? По кайфу 100. Покажи движение, которое повторит вся аудитория. Ты можешь выйти сюда, прям чтобы все тебя видели. Да, давайте все встанем. Кто не повторяет, будет штрафной. Давай ты придумаешь. Можем включить тебе музыку, если такое необходимо. Вообще ты сейчас управляешь всей аудиторией, ты можешь сделать все, что ты захочешь. Так, давайте чуть погромче. Ага, раз. Это что-то на очень сложном. Так, это все. Отлично, все справились, у всех получилось. Молодцы, давайте похлопаем друг другу. У нас сегодня прям была полноценная зарядка, мне кажется. Так, продолжим. Кто у нас выбирает следующим? Так, Рустам. По лайту 500, откройте, пожалуйста. Назови своего любимого мультперсонажа. Черный плащ. Так, отлично. Идем дальше. Так, выбирайте. По кайфу 200, давайте. Сделай комплимент соседу слева. Соседу слева это значит молодому человеку. Хорошо выглядишь, замечательно. Так, выбирайте. По лайту 200, откройте, пожалуйста. Выберите звук радости и прокричите его всей командой. Подождите, а звук радости какой? Ура! Отлично, отлично. Так, по приколу 200 откройте, пожалуйста. Твой любимый цвет? Так просто. Голубой. Кто еще любит голубой? Я люблю. Отлично. Так, выбирайте. По лайту 300. Получилось по приколу. Ну, ладно, ничего страшного. Назовите 5 слов на букву «Л», связанные с соцсетями. Личность. Ли- Как? Ликовать. Лайк. Локация. Лайф. Лицо. Отлично. Супер. Так, и у нас еще девочки не выбирали. Олеся, выбирай. По лайту 100. Расскажи один любой факт о себе.
Что? Так. Да, правда. Ну, мы, конечно, никогда этого не узнаем, если ты нам соврешь, но из уважения можно сказать правду. Никогда не лежала в больнице. Очень хорошо. Так, Ксения, выбирай. По лайту 300. Расскажи интересный факт о себе. Тебе тоже выпал факт. Иногда очень даже полезно. Так, ты носишь линзы. Отлично. Ильназ Зубы, давайте вы тоже выберете. Факт как раз осталось. Один вам и один мне. Назови 3 любимых блогеров. Так, как бы сейчас не обидеть, да, никого? Их же 5. Но все любимые блогеры, они как раз здесь сидят. Все любимые блогеры здесь сидят. Их было 5, осталось 4. Лесная, Саша Движ, Лиана, Энерджайзер и Ксения. Чуваш Пики. Был там еще какой-то, да, Ильнариус Татариус. Но будет еще в этом списке, наверное, завтра. Отлично. Так, так, откроем. У нас остался один билет, и я выбираю, что же выбрать. Ну, давайте по лайту 400. Представь, что ты астролог, предскажи будущее соседа справа. Так, ну у меня справа. Ладно, буду предсказывать будущее Олеси. Так, что же сказать? Мне кажется, что Олеся в будущем, в скором будущем, познакомится с очень интересным человеком, да, который подарит ей очень вкусный пирог с вишней. Вот, все. Я не знаю, это все, что я придумала. Так, хорошо. А, так, ну что ж, давайте похлопаем друг другу. Вы все прекрасно справились. Итак, сейчас я хочу представить вам нашего сегодняшнего спикера, блогера, креативного рилсмейкера Антона. Давайте ему поаплодируем. Антон, выходи сюда. Я передаю микрофон тебе. Спасибо. Так, всем привет, я Антон. Тут что-нибудь будет? Здрасте. Да. Да? Отлично. А, нет, плохо. Не, у меня же не написано Казань. Тут же есть же тема, как стать популярным на весь мир. И нет, я не ассоциируюсь с Казанью, я ассоциируюсь со самим миром. Я во всем мире. Так, Ага. отлично. Так, кто такой Антон Мейкер? Вот тут написано. Это моя Ава. Можете... да, кстати, по нику можете пройти и подписаться. Вот. Кто я такой? Давайте начнем тогда с самого начала, да? Ну, Антон Мейкер – это вообще рилсмейкер, который там блогер, который снимает видюшки. Но с чего все началось вообще? Это же нужно было до такого дойти как-то. Вот. Вообще началось это все давно, лет 7 назад, да, я вот работал в оффлайне, ну, то есть просто работал как бы на обычной работе. И я встречался с девушкой, и мы расстались, короче. Но перед этим она мне показала фильм крутой, вообще такой фильм. Называется «Travel Living». Это «Жизнь путешествий». Кто-нибудь смотрел? Вот, вообще офигенный фильм. Он старый, конечно. Он был снят и тогда, когда вообще никто не путешествовал. Не знаю, лет 15, наверное, назад. Вот. И вот она такая посеяла, можно сказать, семя в меня, что вот можно как-то жить по-другому, то есть не просто жить в одном городе и там работать и так далее, вот, а можно путешествовать, короче. Вот, и я подумал тогда, в тот момент, что, короче, нужно
перебираться в онлайн. Ну, то есть искать какие-то доходы там, ну, то есть это работу, я не знаю, чем-то заниматься. Вот с тех пор я начал искать, получается. Я много чего перепробовал. У меня сейчас есть группа сеток ВКонтакте. Это когда еще актуально было. Кто не знает такую сеть ВКонтакте? Вот, типа Одноклассников. И вот, молодые не знают уже. Вот тут 2 человека только подняли руки. Да, да, все, все. Вот, и я тогда, вот когда это еще было актуально, я тогда занимался еще этим. Вот, но и как бы это прикольно, да, но у меня вот сетка групп, и чтобы группы эти развивать, нужно было вкладывать деньги. Вот, и я вкладывал, и все нормально как бы. Вот. А можно следующий? Вот. И следующий слайд. Вот смотрите, Reels — это мечта. Это вот мои миллионные просмотры. Это еще не все как бы. Ну, это на этих, это скрины с видео. Тут просто немножечко взял. Почему Reels — это мечта? Вообще, Reels — это мечта, потому что мы выкладываем видео, и к нам подписывается аудитория, она бесплатно. То есть я вот создавал ВКонтакте, например, группы, и чтобы создать миллионную группу, к примеру, нужно было вложить 2 или 3 миллиона рублей. Вот. И у тебя будет миллионник группа. И с ней можно было уже зарабатывать деньги на ней. Вот, а Reels, тут ты просто э, пилишь контент, там в день по одному видео, ну, по одной видюшке, и все, и подписываются люди. Да? Нет? Нет? Все, все. Я просто знаю алгоритмы, не все это знают. Кто-то думает, что это какая-то лотерея, типа выложил Reels, повезло, не повезло. А? Кто так думает? Всё, никто не думает так. А то услышал слово «да». Вот. Что еще хочу сказать? Ага. Да, да-да-да. Вот, смотрите, у нас, короче, инсту заблочили в России, и кто-то думает, блин, все, инсту заблочили, и что дальше делать, как бы этот. Я у некоторых просто спрашиваю, там, у знакомых, и они думают, что все, инста как бы, ну. А тут в инсте наоборот, ты что, она только развивается как бы. Ну, там, только движ пошел самый. Потому что раньше был таргет, и все блогеры развивались при помощи рекламы или таргета, например. И чтобы эксперту в чем-либо там развить свой блог до 500 тысяч подписчиков, это нужно было, там, не знаю, вложить 5 миллионов минимум. Это, ну, это минимум, ну, 10 миллионов, вот так вот, чтобы 500 тысяч подписчиков набрать. Это же, блин, дофига, согласны? Нет? Вот. А у меня почти 500 тысяч подписчиков, и это все бесплатно. То есть я выкладывал видюшки, и все, я больше ничего, в принципе, не делал, и люди подписывались. Просто тут как бы нужно знать, что выкладывать. Вот, а я знаю. Ага. Вот, и я еще алгоритмами? Алгоритмы Reels. Так, я просто запускаю обучение, я не знаю, надо вам это объяснять или нет. Это очень долго, как бы, это не уложится все сейчас вот на 5 минут. А можно следующий слайд? Ага, это не тот. Вот смотрите, вот у меня, видите, 25 сентября 2022 года. Это почти год назад. Было 170 подписчиков, а сейчас 470 тысяч. И все, вот как бы вам ответ на то, что для чего нужны рилсы вообще экспертам и блогерам. Ну, то есть я выложил, вот можно сказать, видите, 300 видюшек. Вот тут разница у меня получается. Почти по одному видео в год. Ой, в день. Но у меня было время, когда я еще по 3 видео выкладывал. Вот, но я, получается, э, пошел на обучение. Это ровно год назад. Вот. Но у меня, блин, когда я учился, у меня нифига не получалось, честно говоря. Что-то вот в процессе обучения,
потому что когда учишься, там информация, все прет. У меня не получалось. И только пошло через 2 месяца примерно. Вот такие вот дела. Ага. Обучение по рилсам, да. Да. Но я сейчас вот такое же уже создаю, через 2 недели буквально оно уже будет готово. Вот, поэтому я сейчас опоздал тоже сюда на 5 минут. Ага. Хороший вопрос, потому что, как сказал один мудрый человек, я не знаю, вы знаете или его или нет, ну, конечно, все его знают. Любой может стать любым. Есть такое понятие, ну, как бы цитата, я не знаю. Вот, то есть я пилю видюшки и показываю, как снимать там, как фоткать и так далее, всякие секретики, фишки. Но я вам расскажу секрет, до этого я вообще не был в этой области, не знал. Я не фотограф, я выкладываю там рилсы по фоткам, да, и люди думают, что я профессиональный фотограф, но я нифига не фотограф. То есть это, э, можно сказать, вам, как сказать, такой вот пинок. Ну, то есть вы думаете, что человек всю жизнь занимается, и потом становится вот можно чем-то нужно заниматься особенным. Ну, то есть если вы занимаетесь чем-то вот в том и дальше развиваетесь. А можно просто с нуля, вот вы чем-то занимаетесь, но вам надоело этим заниматься, просто выбирайте что-то другое и занимайтесь этим. И все как бы. Вот. А вообще мне нравится видео снимать. Я вообще много путешествую просто как бы. Ну, не то чтобы много, я не знаю, много сколько это. И вот, и я люблю снимать именно вот, когда я где-то в горах, например, нахожусь, люблю снимать и передавать это, чтобы картинку вот эту, как я вижу. И вот поэтому вот такая тема блога у меня. Но еще когда-то, я не знаю, лет 10 назад, наверное, я купил GoPro камеру, GoPro 3, я не знаю, она тогда самая крутая камера вообще во всем мире была. И я снимал на нее, у меня был в Ютубе канал, но я тогда вообще ничего не знал, как вот это развиваться туда-сюда, и он, короче, стал заброшенным. Вот так вот. Мгм. Не, суть же не в этом. Конечно, нужно, если ты рилсмейкер. Вот если ты хочешь стать рилсмейкером, сейчас вообще еще никого нет, рилсмейкеров нет, а их от силы 300 человек на весь мир, ну, на всю Россию, по крайней мере, которого можно заказать, там, я не знаю. Меня приглашали на съемки в Дубай, там, в Турцию, туда-сюда, в разные страны, города, но я не поехал, просто времени не было, как бы. И вот, просто потому что у меня выложены видео, они смотрят, им нравится, это как портфолио, вот. Это как ваше портфолио. Вы просто снимаете, выкладываете, и все. Вам не нужно где-то вести портфолио, там, показывать свои работы. Вы просто снимаете, выкладываете, и вот люди будут видеть, и как бы этот. Ну, то есть можно на этом зарабатывать. Вот, я же уже говорил, я вот когда в процессе обучения проходил его 2 месяца, получается, но вообще, вот что то как-то, знаешь, у меня за 2 месяца вот не 150 примерно было в начале, а потом 300 стало подписчиков, что то такое, короче, да. Но суть в том, что я просто как бы не сдался. У нас на обучение многие сдулись, потому что тоже люди делают, пилят. Получается, я когда, вот в процессе обучения я делал по 3 видео в день, и у меня на это уходил весь день, как бы, потому что одно сделал, снял, там выложил, потом второе, и так вот я с 9 до 9 вечера в итоге. И можно перегореть просто, можно сгореть и сказать: блин, не работает, фигня, короче, все это ваши рилсы", и, короче, и сдуться, и уйти дальше. Вот, создаю и делюсь секретами мобильной съемки.
Да? Бесплатно? Ага. Это вот было же год назад. Но я хожу по горам. Я вот буквально 2 недели назад с Камчатки приехал, там на 3 вулкана зашел. Н- А? Конечно. На Эльбрусе был 7 раз. На вершину заходил. И у меня есть там даже папочки вот отдельные, вот эти вот хайлайтсы, есть же кругляшки такие, можете посмотреть. Вот там, ну так, интересно, наверное, будет. Так, давайте посмотрим, что там еще. Вот. Почему стоит снимать рилсы? Недостаток внимания. Это есть у всех. Вот, ну, честно говоря, если признаться каждому, мы можем себя как бы обманывать, сказать, да нет, все нормально у меня. Но нам не достает внимания, поэтому мы там что-то делаем другое, там, до кого-то докапываемся и так далее. Но вот когда вы будете снимать видюшки, у вас будут подписчики, у вас это сразу же пропадет, потому что внимания будет очень много. Популярность. Вот, кстати, вот это вот, как там, как стать популярным на весь мир. Вот тема, да-да-да. Вот это вот. Я, получается, январь, февраль, март я зимовал на Шри-Ланке. Тогда у меня было где-то 200 тысяч подписчиков еще. Потому что я считаю, ну, в ноябре только начал, с ноября у меня рост вот такой вот пошел. И вот я там снимал видео точно так же и выкладывал себе в аккаунт. А вечерами мы как бы играли в мафию там. То есть организовалась мафия 2 раза в неделю. И вот как раз-таки про алгоритмы вот я рассказывал, про таргет еще. Давайте расскажу про таргет. Все же знают, что такое таргет. Таргет. Вот. Нужно было раньше настраивать аудиторию, там, заливать свое видео, и вот и оно показывалось определенной аудитории, это видео. Рилсы вот работают точно так же. Вот когда я уехал на Шри-Ланку, у меня автоматически поменялось местоположение, получается, там, где я живу, Шри-Ланка была. И вот мои видео показывались таким же людям, как и я, туристам, которые приехали на Шри-Ланку. И вот я приходил на мафию, и меня все узнавали. Говорили, о, блин, я тебя сегодня на видео видела там или видел. Ну, это прикольно. То есть вот так вот. Потом я снял видео, получается, нашему ведущему. Он такой толстый мужик, и было прикольно мне его снять именно на видео, как он в бассейн прыгает. И вот такое видео, как он в бассейн прыгает, не, в кровать прыгает, а выпрыгивает из бассейна вот так вот. Есть же такое видео. Я вот снял для девушки, обычно красивая девушка, а себе урок не снял, только для нее снял. А потом я подумал, блин, а что я себе урок-то не снял? Давай, надо себе урок снять, ну, чтобы выложить видео. Я подумал, блин, с девушкой скучно, ну, все же девушки, ну, красивые, как бы, обычные. А мужика толстого, если снять, как он прыгает в кровать, это будет прикольно, как бы. И вот я снял его, он прыгает туда-сюда, и, и я прихожу на следующий день, получается, в клуб «Мафия», и он говорит, блин, Антон, меня все начали узнавать, мне люди начали приходить ко мне и говорит, я у тебя видел там на видео в рилсах, там вообще прикольно. Он говорит, давай еще снимать, короче. Ну ладно, ему еще пару видюшек там отснял. Так, донесение информации. Вот смотрите, третий пункт. Короче, если у вас есть чем делиться, потому что у каждого же есть вот такие порывы. Не у каждого, но у кого-то есть, наверное, такие порывы, хочется делиться чем-то вот информацией. Вот, и можно, пожалуйста, снимаете рилсы, там ведете блог и доносите информацию до окружающих. Ну, это полезно. Вот, смотрите, средняя цена целевого подписчика, вот как я говорил, уже 100 рублей. И вот можете посчитать, сколько нужно было бы мне вложить денег, чтобы мой блог сейчас был 470 тысяч подписчиков. Вот. Вот такие вот дела. Что там дальше-то у нас? Вроде что-то еще есть, нет? Вот, смотрите, тут все блогеры вот эти вот, ну, не все их тут просто чуть-чуть взял.
Те, кто вообще на рилсах поднялся. Они все на рилсах поднялись. Там они не вкладывали деньги. Это все просто они пилят видюшки, и все, и к ним подписываются. Нет, не все. Вот эта вот девушка, ее зовут Таня. Она моя знакомая. И мы с ней, кстати, обучались вдвоем. Ну, не то чтобы только вдвоем, нас там много было. Вот. И у нее 37 тысяч. Это тоже как бы нормально, да? Больше, чем 100-200. Вот. Вот. У нее там просто тематика юмор. А юмор как бы чуть-чуть по-другому работает. На него меньше подписываются. Ну, если вот затрагивать тему тематик вообще. Но, блин, она тоже рада. Она когда начинала, у нее тоже там, я не знаю, 1000 подписчиков было, а сейчас 37 тысяч, получается, за год. За год. И все, и вот, пожалуйста, вот так вот. На Reels вообще много можно как зарабатывать. Например, можно просто быть блогером и выкладывать туда рекламу. Мне целыми днями пишут рекламодатели, я просто никого не беру, честно говоря, потому что там всякие психологи, астрологи, они пишут, и там у них такое техническое задание, что нужно выкладывать от себя, типа я прошел курс у этого астролога, вот, пожалуйста, он крутой астролог. А я не проходил, поэтому я как бы такое не советую. В своем блоге, я имею в виду, не рекламирую. Любой может как бы рекламировать, мне без разницы. Вот. И это простой способ, просто выкладывайте рекламу, и все. Вам там, в принципе, ничего не нужно, уже есть техническое задание, что нужно делать. Ну, то есть они присылают рекламодателя, и вы делаете просто и выкладываете. Потом можно... Вот, кстати, Таня, она зарабатывает на том, что она выкладывает промокоды. Ну, всякие пятерочка, вот этот магнит, туда-сюда. И это партнерская программа. э, И это еще и как полезно, как бы, потому что людям же интересно получить скидку. Они пошли там в пятерочку и получили скидку 500 рублей из 1500. Круто же. Вот. И она всякие вот такие вот промокоды выкладывает, ну, то есть партнерская, через партнерку, и на этом она зарабатывает, в принципе. И дальше можно... Вот мне, например, снимать рилсы. Чтобы мне снять рилс, ну, то есть поехать, кому-то там снять видюшку, отмонтировать ее. За это платят 3000 минимум за одно видео. А обычно заказывают там по 10 видео и так далее. Ну, больше там, если нормально все пойдет. Вот, то есть можно просто снимать видео для каких-то магазинов, там, для компаний и зарабатывать. Вообще минимум 100 тысяч можно зарабатывать на блоге. Вообще, ну, это минимум, если вообще ничего не делать. Почти. Вот. А можно создать курс, чтобы вот большую аудиторию охватить, там создать курс, обучить. Вот, я сейчас, короче, создаю курс. Можно, да, сказать об этом? Ага. И там будет как раз-таки это все, не как только монтировать видео, вот это вот все, а как еще и зарабатывать на нем. Ну, то есть профессия рилсмейкер. Но не всем нужно быть рилсмейкерами. Есть же и фитнес-тренеры, и нутрициологи, психологи, и они точно так же могут развиваться с помощью рилсов. Причем им даже легче. Вот им легче вести экспертные видюшки, вот эти экспертные рилсы, потому что тем очень много. Или вот фитнес-тренер, он, например, выкладывает свои тренировки, и все. И вот так вот работают как раз-таки алгоритмы. Ты у меня вроде спрашивала, вот как работают алгоритмы, да? Вот выкладываете тренировку, вот как там избавиться от боли в шее, и все. Больше ничего не надо. Вы выкладываете, показываете, и людям это нравится, они взаимодействуют с этим видео, и оно залетает на просмотры и улетает, и все, и подписчики подписываются, и деньги идут в кошелек.
А пока только Инстаграм. Ну, не то чтобы пока, просто времени нет вообще, честно говоря. Я этот Да, да, надо. Я даже не знаю, что сказать. Просто как бы, ну, у человека времени нет. Это же просто отмазка, как будто бы. Но у меня реально времени нет. Блин, я думал, никто не спросит. Да, согласен. Но сейчас я подумаю, что сказать. Вот сейчас курс создаю, да, и вообще времени вообще нет. Вот я сейчас даже опоздал на 5 минут, потому что я поехал за медалями. У нас там будут, кто прошел этот курс, получается, этот, финишеры. Победители, вот этот, я вспомнил. И они получат помимо подарков еще и медали и кубок. Вот, но ага, не секрет, от 50 000 до 180 примерно. Да, у нас будет 11 модулей. Не только я, у нас там